Всем привет! Вы на канале Illumination. И сегодня я расскажу вам, как играть в пьяницу. Пьяница — это очень простая карточная игра, которая была популярна в годах СССР. И, короче, сейчас в эту игру играет, наверное, уже не так много, но некоторые все еще играют, так что я решил снять историю про эту игру. Итак, в игре используется колода из 36, 52 или 24 карт. Я буду играть с колодой 36 карт. Старшинство карт, 24 карты. Семерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. 36 карт. Шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. 52 карты. Двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. Количество игроков. Играют вдвоем или вчетвером. Цель игры — сохранять свои карты до тех пор, пока все противники не потеряют все свои карты. Раздача. Игроки в начале раздачи выбирают раздающего. Допустим, это буду я. Короче, всем игрокам раздается половина карт. То есть я сейчас играю с колодой 36 карт. Это значит, что я и Димон. Дам будем играть вдвоем. Короче, Димон получит 18 карт, и я тоже 18 карт получу. Если играю 24 картами, то получается, игроки получают по 12 карт, а если играют колодой 52 карты, то это значит, что играют... нет. Короче, все игроки получают... все получают 26 карт. Итак, сейчас я буду раздавать. Короче, я раздаю. И еще, когда раздаются карты, игроки не смотрят свои карты. Они просто, скажем так... Короче, они вместо веера делают стопку из своих карт. И не смотрят в нее до конца игры. Короче. Ну и потом я вам расскажу, как с этими стопками играть. Я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 14, 15, 16, 18. Нет, еще 2. 18, все. Теперь можно играть. Итак, приступаем к ходу игры. Как ходить в пьяницу. Игроки сначала выбирают игрока, который будет ходить первым. Допустим, это будет Димон. Короче, игроки, они выкладывают самую верхнюю карту своей стопки на стол. То есть делают вот так. Затем все другие игроки делают то же самое по часовой стрелке. И, короче, игрок, у которого карта, достоинство которой карта с наивысшим достоинством бьет все карты, и ее владелец получает все карты, и в этом случае Димон забирает. И эти карты он либо их ложит в самый низ своей стопки, либо делает новую стопку. Я пойду с первым вариантом. Ну еще очередность ходов. Я точно не знаю, как вообще тут порядок ходов, но допустим то, что ходят по очереди.
То есть сначала Димон, потом я и так далее. Итак, ну и можно играть так, чтобы, чтобы, ну и можно играть так, чтобы тот, кто взял последние карты, ходит, как в загадочных карточных играх. И, и еще, короче, самая младшая карта в игре, то есть там двойка, шестерка, девятка. Короче, эти карты, они бьют туза. То есть в этом случае, вот в этой игре, в этой партии, шестерка бьет туза. А с колоды 24 карты девятка бьет туза, а 52 картами двойка бьет туза. Про это стоит помнить. И еще в игре может случиться ситуация под названием спор. Что это такое? Короче, сейчас я вам быстро покажу. Короче, вот такая ситуация. Две карты одинакового достоинства. Ну еще масс не влияет. Короче, две карты одного достоинства. Что в этой ситуации делать? Эта ситуация называется спор. Короче, игроки выкладывают еще одну карту рубашкой вверх, а затем еще одну карту рубашкой вниз. И после этого тот игрок, у которого постарше карта, тот забирает абсолютно все карты. И, короче, это, спор. И еще спор может теоретически идти бесконечно, потому что, как бы сказать, потому что может случиться и так, то что опять одинаковые карты будут, когда в последний раз выкладывают карту рубашкой вниз. Так что да. И еще выкладывание карт рубашкой вверх называется закладом в споре. И еще, если у игрока ему не хватает карт, чтобы провести спор, то тогда спор идет без заклада. И еще, если игрока вообще... еще, если попались одинаковые карты, но у игрока все уже закончились карты, тогда он берет... То игрок, у которого закончились карты, берет все карты. Да, такое. Ну и, короче, это, можно сказать, весь ход игры. Да, очень просто. Ну, короче, игроки вот так вот кладут карты. И так до тех пор, пока один игрок не... Пока игроки... Пока не останется один игрок с картами. Игрок, который потерял все свои карты, выбывает. И игра продолжается с оставшимися игроками. Игрок, у которого остались карты, после того, как все другие игроки потеряли все свои карты, выигрывает. Вот такая цель. Я про это уже говорил, ну ладно. Ну, короче, что я вам еще могу сказать? Ну, в общем, вот так играется пьяница. Надеюсь, вам понравилось это видео. Можете поставить лайк, колокольчик и поделиться этим видео с другими. Короче, пьяница очень простая игра, и я уверен, что вы быстро научитесь в нее играть. А на этом я заканчиваю видео. Всем пока.